Совершенно ответственно заявляю, что Освенцим — это детский сад на лужайке по сравнению с СИЗО-2. Начнем с того, что в камерах отсутствует горячая вода и холодно. Туалеты не работают. Приходится смывать отходы жизнедеятельности тем способом, который найдешь, и теми подручными средствами, которые добудешь. Вопросы питания. В СИЗО-2 по документам ежедневно полагается мясо. Этого мяса я не видела за все 4 месяца. Я была транзитным этапом СИЗО-1 города Минска, когда ездила для прохождения стационарной экспертизы в Новинке. Вот там я видела настоящее мясо. Обо всем этом я написала жалобу в Генеральную прокуратуру. Начальник СИЗО, временно исполняющий обязанности начальника СИЗО-2 Малаканов, мою жалобу не отправил в Генеральную прокуратуру. Полагаю, что моя жалоба была порвана, и факты воровства продуктов и денег на сухие пайки были скрыты им. Что касается обращения контролеров, побои, унижения, издевательства – это норма. Ко мне как-то по-другому, как-то по-особенному не относились. Меня избивали так же, как избивали всех. Когда было особенно больно, я зло материлась. При первом же удобном случае я оборачивалась и плевала в лицо своим палачам. Избивают не только меня, избивают всех. Я содержалась с 22 мая подряд в карцере. 9 августа шли 75-е сутки содержания в карцере. Помещение в карцер послужило мое ошибочное поздравление заместителя начальника СИЗО-2 подполковника Галызова с назначением на вышестоящую должность начальника УДИН. Ну а дальше мне уже продляли ежедневно 10 суток, каждые 10 суток. Прокурорского надзора там никакого нет. Нога прокурора не вступала в это СИЗО, наверное, последние 10 лет. Хочу сказать, что травля собаками – это норма. Когда идешь на прогулку или возвращаешься с собаками, независимо от того, есть ли у тебя конвоирование с собакой, на тебя могут натравить собаку с целью тренировки пса или с целью издевательства над тем человеком. Собакой травили меня. Это подтверждается камерами видеонаблюдения. Содержание в карцере, в принципе, по рациону ничем не отличается. Еда та же самая, но сильно урезанные порции. Находясь в карцере, жалобу не напишешь. Не дают сахар, не дают чай, какая-то спитая вода. Вместо положенной гречки вечная перловка. Я полагаю, что необходимо всем правозащитным организациям обратить пристальное внимание на условия содержания подследственных в СИЗО-2. Ведь мы не осужденные. Я не была осуждена по своему уголовному делу. Я была всего лишь подследственной.